В Ингушетии активно идет вакцинация детей. Не исключением стала и амбулатория Нестеровского, на учете которой стоят 8300 несовершеннолетних. Педиатры провели разъяснительную работу с населением о необходимости профилактики. Есть чуть-чуть? Сабине Барзиевой всего 3 года. Малышка храбро перенесла прививку. Здесь немаловажен психологический настрой ребенка. Мама подготовила девочку, заранее рассказав, что ее ждет в больнице и что такой укол ставили ее старшим братьям и сестрам. 4 детей. Всем ставлю прививки, всех прививаю. Советую прививать. Потому что, не знаю, это личное, конечно, решение каждой мамочки, но реакции не бывает. Переносимость у наших вакцин, мне кажется, тоже очень хорошая. Мои дети тоже переносят их нормально. Не знаю, советую. Нужно это делать. Как бы ребенка защитить, как бы. Создатели вакцин предупреждают, что важно соблюдать условия хранения этих препаратов. По словам медиков амбулатории Нестеровской, они придерживаются всех правил. В случае перебоя с электричеством необходимый температурный режим поддерживается специальными холодовыми элементами. А если света нет, то включается генератор. У нас используется вакцина Пентаксим. Туда входит 5 компонентов: коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит и гемофильная инфекция. Вот на данный момент с этой эпид-ситуацией у нас используется вакцина Пентаксим. И также инактивированная вакцина Полимилекс. Вакцина у нас хранится в холодильниках, как вы видите, от +2 +8 градусов. Пентаксим – это французский препарат, который уже много лет успешно применяется в США и в странах Евросоюза. На территории России он практикуется с 2008 года. По национальному календарю вакцинация проводится в 3 месяца, затем в 4,5 и в 6 месяцев. Через год необходима ревакцинация. Ребенок ваш здоров по осмотру. Все у вас хорошо. Сейчас температурка, если будет нормальная, можете пройти в прививочный кабинет, сделаем вам вакцинацию. Ребенок на момент вакцинации должен быть абсолютно здоров. Причиной для медотвода может стать даже обычный насморк. Перед процедурой педиатр должен провести тщательный осмотр ребенка. В случае необходимости отправить на дополнительные обследования. Полиомиелит, он поражает серое вещество спинного мозга. Клетки, которые поражены полиовирусом, они отвечают за иннервацию определенных мышц, и эти мышцы полностью начинают отключаться от действий, то есть паралич наступает. Да, часто он протекает, полиомиелит, в стертой форме, поэтому может быть просто температурка, может быть кишечные проявления. Обычным заболеванием, ОРВИ, простудным может показаться родителям, но это была стертая форма, его не заметили, оно прошло, ребенку повезло просто, что он остался нормальным. Если же полиовирус все-таки, вот этот полиомиелит, заденет, проявится в полной мере, то ребенок останется инвалидом. Это очень страшно. Поэтому намного легче сделать прививку и защитить своего ребенка. Вакцинируют детей с 3 месяцев до 14 лет. Педиатрические и прививочные кабинеты работают без выходных, поэтому каждый сомневающийся родитель может лично проконсультироваться со своим участковым врачом. Зарема Ивлоева, Мадина Цуро, Хамзат Халухаев, Новости 24.